Егорка едет. Так. Забираем весло. Инструмент. Сашка, привет. Ты в кадре. Лодка на берегу. Подтянули мою лодку. Очень высоко, блин. И несколько дней я не приходил сюда. И снова уже вон как. Какая картина. Сашка. Сашка наш. Вот здесь живет он тут. Такс. О, батька двугражданин. Ще даст батька? Пос. Вон какой пенек красивый. Пузанет, батька, давай. Стол. Можно передвинуть сюда. Миля. Ну как там ялишка-то? О, ведро уже полное, как всегда. Покрупнее. Вон этот. Клюет. Второй рыбак. Конкурент батька тебе идет. Миша наловит, сейчас тебе фору даст. Давай, Миша. Что-то. Пузырьки идут, видно, что рыба там есть. Рыба-то в речке, конечно, есть. Но Не знаем где. здесь он, здесь. Сейчас Миша посмотрит, где будет ловиться, туда и я пойду. Важен кейчен. Turun käini näkee. Важна. Voisna. Minä vedän riikolla kerran ja До обеда. Кишан. Onko tuo kotka pitäisi se? Ёрш. Onko se kotka? О, есть контакт. Kontakti on. И засняли. Он. В кадр попал. Елец. Вот такой ельчик. Экземплярчик. У нас ежей нету. Но, блин, ведро побольше можешь ты этот бочный. Пакет и контейнер. Сразу танкеран. Котлет. Котлет есть. Ой. Так что потихоньку ловится рыба. Не крупная, конечно, но... Ну, засолишь, там закуска будет потом. Куда? Подляпала? Ага. Ну, Катя. Сейчас мы тоже поплывем на веслах.
Ну что, перешли мы речку. Наша лодка грязная сегодня, надо обязательно сполоснуть, перевернуть. И уже, считай, до осени, в принципе, ну, может, в августе или в сентябре еще поход какой-нибудь будет на лодке. В основном на УАЗике буду ездить. Поэтому сейчас уже уберу на летний период. Переверну. Еще покраска будет рано или поздно. Покрасить. Все зелено, ребята. Вот. Все красиво. Комарье уже летает полным ходом. А так, в принципе, сегодня тепло. Вот только ветер чуть-чуть прохладный. Из инструментов у нас грабли, там метла и мешок. В рюкзаке вот от подписчиков, показывал рюкзак наш новый от подписчиков, вот испытывая первый раз, вот поход взял. Идем на кладбище, там, короче, будем убираться. Сейчас праздник Троица будет. Каждый год мы один раз мы туда ходим, убираем. Куда? Морожка? Ага. Жена увидела морожку. Она действительно, да, цветет уже. Все красиво. Вон. Это цветы морожки. Ягоды. И там, да. Ну, самое главное, чтобы заморозков не было сейчас. Хотя сегодня еще нулевая температура у нас была. Заморозки немножко наесть. Да, все кругом. Кругом me вылясь муна. Вон он цветет. Белым бело. Такие делишки. Старая дорога. Ну, сплавляли лес по этой дороге тракторами, там, трелевочным тракторами, там, клешней. Пучки такие на речку перетаскивали, и по речке лес плыл, сплавляли. Такая гуща леса. Вот тут я на Буране каждую зиму я показываю вам видео. Езжу по этой тропинке, зарастает вон. Все больше и больше там зарастает кустов. Кустов больше становится, а тропинки меньше и меньше. Приходится вырубать тут немножко, расширять. Каждый раз где-то кустик срубил, второй, третий. Ну, чтобы дорогу поддерживать. Вон сломанные кустики. Такие делишки. Комарья, конечно, очень много уже беспокоит там. Антикомары не взяли. Вот. Ну что еще сказать? Сегодня я этот фильм выложу. Просто вот что, чем мы заняты сегодня. В 2 словах рассказал. Показывать кладбище не буду. Действительно, может, что-то и влияет. Начинаешь верить всякой ерунде. В прошлом году я раза 2, наверное, или 3 снимал кладбище. И сам попал в больницу. И также в комментариях написали, что не надо снимать кладбище. Так что, одним словом, сходим. Уборку сделаем. Тут, наверное, думаю, земляника тоже цветет. Сейчас еще глянем. Площадка все заросла. Между прочим, вот тут буквально метров 500 сосед видел. Ну, отсюда метров 500 сосед видел медведя. Крупного медведя. Может, медведица. Потому что метров 200, говорит, до него оставалось. Я его, говорит, заметил. Ну и не стал рисковать.
короче, обратно возвратился. У него в руках топор только был из оружия. А если медведица, всякое можно ожидать от них, от зверей. Ну, в принципе, я присматриваюсь. Ну да, вон он, нашел. Я это ожидал увидеть, потому что здесь, вон, смотрите, этого земляника. Это дикая земляника, тоже цветет полным ходом. Все цветет, все. Надежда какая-то есть, что ягоды будут. Очень много земляники. Тут жена отстала идет. Там мы кадуна же, озъед. Озъеджит? Это не знаю. Красное не знаю, что такое, но вот белое это 100% земляника. Вон. Так что здесь вся площадка, земляника очень много тут, да, и туда, если дальше там просто так медведи тут не держатся. Не, да. Они знают, где ягоды. Вот так. Ну что, там уже люди туда-сюда ходят, уже кто-то есть. Ладненько, идем дальше. Здорово, птицы поют. Дорога. Вон еще какой-то человечек. Фу. Так, ну что, как обычно, стандартно здесь зайдем. И уже будем направляться. Там уже видно кладбище. Фу-хух. Все сухо. Быстро яголь там высыхая, этот, как его, сохнет-то есть. Вон побеги, уже шишки появляются. Вон как все это выглядит. Вон, сперва побеги такие вот длинные, а там уже образуются вот такие шишки. И очень много их, между прочим, в этом году. Вон, посмотрите, сколько их тут. Дофига. Если шишки будут, и будут белки и птицы. Бра, птица будет. Шишка немаловажную роль играет. Вон сколько их. До черта. Ну что, ребят, мы свою работу закончили. Уже вышли из кладбища, там уборку провели. И вот хочу похвастаться. Вот. Видите, как хорошо сидит. Первый раз я одел этот рюкзак. Это от подписчиков. Не помню уже от кого. Если что, напишите в комментариях, кто отправил этот рюкзак. Чтобы напомнить вас хорошим, добрым словом. Одним словом, сидит хорошо. Много кармашков. Там, и фирма такая солидная. Не знаю, как там фирма называется. Меня снимает жена. Такие дела. Сейчас по ягоде уже круг такой сделаем по этой лесной тропинке. И будем возвращаться обратно домой. Вот такие. Такой денек хороший сегодня. Теплый. Уже жарко было, я раздевался. Все класс. Ну, пойдем. Здравствуйте, Викторовна. Кроме этой работы еще у нас сегодня предстоит окна помыть. Вот так, вот такой ягодь уже все подсохло. Капитально вот хрустит, как снег. Вот. Как будто по снегу идешь. Вот. Хруст такой. Гнилые дровишки. Спилили на вообще гнилье. Валежник лежит. Никому он не нужен. В такую погоду хоть гуляй целый день. Чуть-чуть ветра не хватает. Было бы хорошо, если ветер там немножко. Так. Красота. Добавить больше нечего тут. Сами видите. Это тропинка у грибников. Вон сколько там. Целую осень там.
целыми бригадами каждый день ищут боровиков. Очень много выходит боровиков тут. И недалеко от села вот приходят, собирают. Так, ну сейчас еще прогуляемся мы тут и пойдем к речке. Между прочим, вот сейчас вот самая пора вот собирать вот эти листья. Это уже получается черника. Она такая вот как-то нежнее брусничных листов, очень нежные. Кустики его цветет. Ну и на второй избе так, в принципе, тоже поснимал. Еще не выкладывал этот фильм, конечно, но красота очень много. Самое главное, чтобы не было пустоцветов, блин. Потому что черника такая ягода, цветет хорошо, но ягода очень мало бывает там, созревает. Вон он, вот так выглядит черника. Там уже плод. Вон. Тоже рядом от села недалеко. Можно собирать. Пенсионеры, дети сюда приходят. Собирают. Шли на площадку и вот смотрите, что я увидел. Не-то поганки, не-то грибы какие-то интересные. Думаю, это поганки. И сейчас в интернете я смотрел, там тоже как-то сморчки собирают. Вообще не похоже на грибок, какой-то вот коричневый так кусок такой. Фу. Как это вообще кушают, не понимаю. У нас только вот нормальные грибы красноголовики. Ну, кто-то звонит. Перебили меня. Телефонный звонок был. Что-то насчет грибов я разговаривал. И как и первоначально говорил, что у нас только красноголовики собирают. Еще боровики, там, маховики. Но ни в коем случае вот эти те грибы, которые сейчас я смотрю в телевизоре, в ютубе, что вот первоначально выходит. Ну, они похожи на поганки, там всяко разные. Обойти тебя придется там. Короче, грибной сезон начнется где-то в конце августа. И шиповник, не знаю, может быть. Это муйкед. Как же, намыр-то? Намыр, да. Вот этот цветок. Вот смотрите, как похож на эти клубничные листы. И они тоже как малина вот такой выходит. По-русски не знаю, как вообще он называется. Их очень много тоже вон. Но цветы, конечно, у него не очень хорошие. Бывает, они очень красиво цветут. Видать, может, заморозки тут были. Фиг знает. Но много чего интересного в лесу, конечно, есть. Увидишь. Вот. Птицы поют, мы уже на речке. Возле речки. Такое небольшое видео засняли. По ходу. Получился такой незапланированный и незапланированная съемка. Хорошая погода, почему бы и не поснимать. Так вот, колея тут осталась от тракторов. И все. Кто-то на лодке.
на уборку тоже направляются. Сюда они встанут. Целая бригада. Это у Наташи бригада. Бара? Вы... Вышли, попали сразу в кадр. На уборку тоже, да? Да, на уборку. Так, ждут продолжения Наташи. Давай, говорю, снимай Наташу. Своим предкам. Да. Билет осторожно. Уджам. Та ты гору-то. 3,6 лошадей. Ну, привет передай всем нашим подписчикам. Уже все ждут, когда тебе покажем. Ну. Кыча. А мы ем. Уджам. А еще? Там еще есть? Там еще, оказывается, вторая партия ждет, когда они... Да. А тебе, в принципе, можно было с ним перейти, да? Что-то я... Зелененько тормозишь ты. Ну ничего страшного, перейдем. Романтика, на лодке там посидишь, покатаю. Да. Получается так. Хорошо. Смотри как. Все красиво. Редко у нас такая погода. Давно уже не было солнечно, чтобы было так тепло. Ладно, надо перейти. Как бы там ни было. Чайки летают вон. Комарья-то сколько возле реки, да? Больше, чем в лесу, блин. От сырости, наверное, тут. Они тут размножаются. Но у этих чаек вот тут, на этом острове, гнезда. Поэтому и летают они тут. Ладно, переходим речку. Короче, я уже занимаюсь со своей лодкой. После походов я еще... Ну, в планах было, чтобы перейти через речку, там сходить на кладбище. И сейчас уже вот все капитально вымою, сполосну все это дело и оставлю на лето. Самое главное, что я заметил, вот, короче, кто всегда смотрит мои фильмы, я обрабатывал цинкарем, потом мазал краской. Цинкарь полное говно. Никогда никому не буду рекомендовать, чтобы они пользовались этим цинкарем. Короче, такая фигня, короче. Я обычно 3 в 1, 4 в 1 краской мажу ржавчину, и проблем не было. А сейчас, вон, рыжики. Как были, так и есть. И думаю, даже, может быть, они глубже. Хотя, желательно сразу, наверное, думаю, сейчас, если обработать все это краской, было бы неплохо. Егорка за песком приехал. Речку, видать, хочет ремонтировать. Ну, сейчас еще сполосну вот тут. Труднодоступных местах и, в принципе, переверну тут, оставлю лодку. Вот в таком виде, ребят, я и оставляю лодку. И будет он лежать снизу, он продувает все открыто. Но могут там эти бревнышки дети дернуть отсюда. Костер развести там, когда будут они купаться. Не раз это уже происходило. Вот смотрите, что я обрабатывал цинкарем.
Картина, ничего не поменялось, все так же и осталось. А вот здесь я без обработки в прошлом году вот мазал. И до сих пор еще краска лежит. А цинкарь это полное говно, блядь. Это никуда не годится. Это деньги на ветер. Стопудово. Первый и последний раз я этим обрабатывал это железо. Ну да ничего. Сейчас когда-нибудь я сейчас приду по-новому еще покрашу. И без цинкаря. Вот такая картина. Вода чистая, спрашивали также, почему вода у нас такого цвета. Ну, цвет, обычный цвет вроде. Ничего такого я не вижу подозрительного. Всю жизнь такого цвета вода у нас была. Вон. Прозрачная и чуть-чуть такой вот цвет заварки какого-то легенького. Вот такая картина, ребят. Конечно, неудобно сейчас переходить речку. Перевозка там определенное время работает. Моста до сих пор еще нету. И непонятно еще будет или не будет. Батька рыбачит до сих пор. Там зрители, один уходит, другой приходит. Всегда рядом кто-то стоит. Там редко когда увидишь, чтобы сидел он один в одиночку. Все время там кто-то, да, подходит. Ну, интересно наблюдать, просто отдыхать. Вон уже купаться дети идут. Дети это, конечно, сила. Они ничего не боятся. Никакой погоды для гуляния им не помешает дождь, ветер. Только интернет может помешать, и все. Вот. Жена уже ушла домой, сейчас уже на чай сварила там. Я пока лодкой занимался. Короче, возьму я рюкзак, закрою будку и тоже уже пойду домой. Спасибо всем, кто смотрит мои фильмы. А на сегодня буду... Ой, блин, весло забыл еще закинуть. А на сегодня все. Всем пока, ребят. Сейчас еще весло закину и пойду домой.